Вераніка, добры вечар. Вось сёння мы сустракаемся тут у Брюсселі. Ці яшчэ год таму вы маглі сабе ўявіць, што будуць адбывацца такія падзеі, што вы станеце лаўрэаткай ўзнагароды імя Сахарова? Даже несколько месяцев тому назад мы о таком даже и не думали. И, честно говоря, мы вообще не думали ни о каких наградах, ни о каком международном признании. В момент, когда мы начали президентскую кампанию, мы думали только об одном. Мы думали о тех переменах, которые, возможно, будут в Беларуси путем демократических президентских выборов. Именно поэтому мы пошли в эту кампанию, именно поэтому мы решились участвовать в этой кампании. Сегодня, кстати, хотела бы еще раз напомнить всем наших героев, тех, кто действительно бросил вызов режиму тогда, когда режим был силен. Это и мой супруг Валерий Цепкало, это и Виктор Бабарыка, это и Николай Статкевич, и Павел Северинец, и Сергей Тихановский. Ведь в то время, когда начиналась президентская кампания в мае месяце, режим был довольно-таки силен. И я помню, так как я в кампании со своим супругом с первого дня начала, с 8 мая 2020 года, я помню наши митинги, когда очень мало людей приходили на митинги, потому что люди были запуганы, люди боялись, люди не верили ни в какие-либо перемены. И я вот вспоминаю наиболее часто задаваемый вопрос, который люди у нас спрашивали конкретно: зачем вы это делаете? Вы же знаете, что все равно ничего не изменится. Вы же знаете, что все равно эти выборы будут сфальсифицированы так, как были сфальсифицированы предыдущие выборы. Вы же знаете, что теперь вы все потеряете. И все равно мы решились пойти, мы решились что-то начать делать, потому что, честно, я устала от тех разговоров, которые у нас, как правило, проводят на кухнях, в дружественных беседах, да, когда люди говорят о том, как у нас плохо в стране жить, как тяжело вести бизнес, как нарушаются права человека, сколько людей сидят в тюрьмах. И мы просто решили перестать говорить, а начать что-то делать. Именно поэтому я хотела бы сегодня сказать, что вот ту награду, которую мы получили, естественно, мы ее и посвящаем всем тем, кто сейчас находится и в тюрьмах, и всех тем, кто выходит на улицы ежедневно, ежемесячно на протяжении этих последних 4,5 месяцев. Тут у еўрапейскім парламенце вы шмат казалі пра жанчын, пра правы жанчынаў, пра правы рэпрэсаваных жанчынаў. Чаму гэта цяпер асабліва важна? Но эта тема очень близка для меня прежде всего, потому что я сама была часть женского трио. Да? Мы не раз слышали, что в Беларуси у революции было женское лицо. Действительно, если бы не наши мужчины, если бы не наши отважные, храбрые мужчины, Сергей Тихановский, всех, и Валерий Цепкало, и Виктор Бабарыка, не было бы нас, не было бы нашего трио. Именно потому, что режим не зарегистрировал кандидатов во время этой президентской кампании, мы встали вместо наших мужей. Мы их заменили, потому что мы понимали, что нам нужно продолжать движение, мы не должны останавливаться. Поэтому, когда я сама присоединилась к кампании к Светлане Тихановской, мы поддерживали Свету и объездили всю Беларусь, и когда действительно мы увидели вот эту реакцию, особенно мне было трогательная реакция со стороны пожилых женщин, пожилых бабушек, да, которых мы видели на наших митингах, молодых девушек, молодых мам, у которых были большие вопросы по поводу будущего Беларуси, по поводу того, как растить детей в Беларуси, по поводу того, как жить в Беларуси, потому что крайне тяжело, работая в нашей стране, насобирать деньги на квартиру, насобирать деньги на будущее детей. Вот. Поэтому, когда кампания закончилась и когда мы увидели всю ту жестокость, которую режим применяет, особенно в отношении женщин, я начала собирать истории таких женщин. Я начала собирать истории женщин, которые вышли из тюрьмы. И они меня действительно потрясли до глубины души. И большинству наших женщин, которые прошли через тюрьмы, им нужна помощь. Им нужна и психологическая помощь, им нужна и материальная помощь, им нужна помощь в реабилитации, им нужна разного рода помощь. И мы понимаем, что только сообща мы сможем помочь таким женщинам. Именно поэтому я решила помогать женщинам, потому что это наиболее уязвленная часть населения. Так как и в моем случае режим использует детей против женщин, да, то есть нас легче выбить из колеи, например, чем тех же мужчин. Все-таки мужчины сильнее физически, где-то морально. У нас есть дети, да, которыми можно манипулировать, у нас есть мужья, у нас есть семьи. Именно поэтому я решила сфокусироваться именно на женском движении, именно на помощи нашим белорусским женщинам, которые пострадали от репрессий. Вы провели шмат сустрэчаў тут у еўрапейскім парламенце. Ці нейкія канкрэтныя крокі, канкрэтныя дзеянні вы прывезеце ў дапамогу беларускім жанчынам? Ну, во-первых, на всех наших встречах мы просим о том, чтобы европейские страны не забывали про ту ситуацию, которая происходит в Беларуси в отношении нарушения прав вообще человека в целом, но в данном случае я говорила в основном, конечно, о нарушениях прав наших дорогих женщин, да, которые находятся в тюрьме, незаконно, естественно, большинство.
практически все из них находятся незаконно в тюрьме. Я прошу о том, чтобы они освещали события, чтобы не забывали про Беларусь, потому что я понимаю, что сейчас очень много событий происходит в мире, там и президентская кампания в Соединенных Штатах, и на Горных Карабах, и события в Африке, и в других частях мира. Но мы хотим, чтобы соседние страны, потому что у нас 3 страны, которые с нами граничат, они знали и видели четкую картинку о правах женщин, мужчин, детей в нашей стране. Поэтому я попросила покрытия именно с точки зрения прессы. Я прошу действительно финансовую помощь в рамках нашего женского фонда. Мы готовы отчитаться за каждую копейку, мы готовы показать те истории тех женщин, которым мы будем помогать. Поэтому, да, мы сейчас начали вести переговоры. Я здесь плотный у меня график встреч. Я надеюсь действительно, что Европейский все-таки Союз отзовется и поможет нам именно в борьбе за права женщин в Беларуси. Мы таксама сёння кажам пра прыняццё санкцыяў трэцяга пакета санкцыйнага. Мы, канешне, адчуваем расчараванне. Ён нашмат меншы, чым мы чакалі. Як вось вы можаце ацаніць гэтае пытанне? Ну, несомненно, санкции нужны, и, на мой взгляд, тот список физических лиц, которые на сегодняшний день находятся в санкционном списке, он, естественно, не исчерпывающий и недостаточный, потому что мы должны понимать, что во время президентской кампании, во время тех событий, которые произошли после президентской кампании, массово нарушались права человека, массово нарушалось законодательство Республики Беларусь, поэтому все, кто был все, кто был причастен к этим родам нарушений, они должны быть включены в этот санкционный список. И, соответственно, это же касается и государственных предприятий, которые не уважают, либо, скажем, права рабочих, которые увольняют рабочих, которых не дают работать нормально профсоюзам, независимым профсоюзам. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки Европейский Союз к нам прислушается, Европейский Союз нас услышит и расширит список тех государственных компаний, которые должны попасть в санкционный список, и список тех физических лиц, которые до сих пор по каким-то причинам еще не попали в эти списки. Но я обращаю внимание тоже, что нам важно понимать, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с режимом Лукашенко. И для того, чтобы государственные компании попадали вот в этот санкционный список, у нас должны быть четкие критерии, при соблюдении которых компания либо предприятия государственные попадают в этот список. Потому что, зная Лукашенко и зная опыт предыдущих лет, он начнет, естественно, во всем винить членов оппозиции, о том, что заводы закрываются, о том, что нет финансирования, о том, что люди теряют рабочие места, и опять он начнет винить опять-таки лидеров оппозиции. Для того, чтобы этого избежать, нам нужно иметь четкие критерии. Если критерии не будут соблюдены, тогда предприятия, руководители компании, заводы, фабрики понимают, что его компания будет находиться в санкционном списке. И в этом случае Лукашенко никого не сможет обвинить, кроме себя. Вы зараз жывеце за мяжой. Адкуль вы атрымліваеце на найбольшую такую падтрымку? Адчуваеце вось такую сілу, якая да вас прыходзіць? Силу нам как давал, так и дает наш белорусский народ. Потому что во время президентской кампании, как я сказала, у нас был шанс, у нас была возможность побыть во всех городах Беларуси. Я первый раз побыла практически во всех городах Беларуси вместе со своим супругом. Когда его не зарегистрировали, я присоединилась к Светлане и Марии, мы опять-таки побывали во многих уголках Беларуси. Это, конечно же, незабываемый опыт. Это, конечно же, я видела ту энергетику, то желание поменять страну, которого я никогда не видела до этого. Я родилась, я выросла, я всю жизнь прожила в Республике Беларусь. Для меня это дом, для меня это родина. Я белорусская, я горжусь тем, что я белоруска. Но то движение, та энергия, уровень энергии, который мы увидели этим летом, он действительно дал нам силы тогда летом продолжать кампанию, хотя физически это было очень непросто. У нас было по 3-4 митинга в день. И для людей, которые не находятся в политике, а мы были троем вне политики, мы не политикой до этого не занимались, конечно, для нас это было непросто. То, что я вижу сейчас, что происходит в Беларуси, что, например, у нас протесты, они не снижаются. То, что люди стали настолько креативными, настолько изобретательными, когда мы видим и женские марши, и марши пенсионеров, и марши докторов, и студентов, и журналистов. Когда ты видишь весь этот беспредел, который творится в Беларуси, когда мы видим, что абсолютно мы сейчас с уверенностью говорим, что в Беларуси правовой дефолт, что законы написаны исключительно только для граждан Беларуси, но никак не для правящей верхушки, вот это
настойчивость, вот эта солидарность, вот эта сила, она позволяет нам тоже двигаться вперед, и она позволяет нам не сдаваться, потому что мы понимаем, что победа очень близка. Нам просто немножко нужно еще сделать дополнительный шаг, и победа будет наша. Што самае галоўнае цяпер вось для нас беларусаў? Для нас, белорусов, самое главное не сдаваться. Для нас, белорусов, самое главное продолжать мирные протесты. Нас очень часто спрашивают, вот вы понимаете, что вот вы 4 месяца в Беларуси показываете мирные протесты, может, стоит перейти к более агрессивным действиям? Нельзя. Мы не можем этого сделать, потому что для Лукашенко это будет как кусок красной ткани. Это будет немедленно весь ОМОН, все спецподразделения получат приказ на уничтожение. Мы не можем этого допустить. Сейчас глаза всего мира прикованы к Беларуси. И все восхищаются тому, что происходит в Беларуси. Восхищаются нашими протестами, как они происходят. Восхищаются нашими людьми, восхищаются настойчивостью, восхищаются вот этой храбростью и стремлением к свободе. Потому что если раньше можно было разогнать протест, допустим, еще там 5-10 лет тому назад можно было разогнать протест, и на следующий день люди не выходили, сейчас одних людей арестовывают, другие люди выходят вместо них. Сейчас одного лидера убирают, вместо него появляются десятки новых лидеров. И, естественно, это вызывает восхищение. Все, что мы должны делать, мы должны продолжать бороться, потому что весь мир нас поддерживает. Мы делаем все возможное, находясь не в Беларуси, находясь за пределами Беларуси. И я еще раз говорю, что я восхищаюсь тем, что у нас происходит сейчас в Беларуси. Я горжусь тем, что я белоруска, и я знаю, что мы победим. Дзякуй вам вялікі. Спасибо.